Владимирович. Приветствую вас, уважаемые зрители. Сегодня с вами я, журналист Семитай Аманбеков, и мы снова на площадке Центра политико-правовых исследований с интервью, с очень важным, очень актуальным для сегодняшнего дня. Сегодня у нас в гостях Шамиль Ибрагимов, представитель, глава фонда Сорос Кыргызстан, и известный гражданский активист Динара Ашарахунова. Приветствую вас. Добрый день. Разговаривать мы сегодня будем о прошедшем 2021 годе. Год был такой сложный, неоднозначный, скомканный, насыщенный различными политическими процессами. Одни выборы чего стоят, да? Там более 4 выборов самых различных масштабов и калибров прошло. Ну и в целом, что общественно-политический ландшафт страны в результате подобных процессов был несколько изменен. И первый вопрос кому-нибудь из вас, наверное, к вам, Динара, да? Какие вообще общие впечатления от прошедшего 2021 года у вас? Ну, как вы заметили, вы сами сейчас отметили, сказали, этот год выборов, президентские, парламентские, местные, референдум. То есть мы провели, по-моему, все виды выборов в этом году. Но мне хотелось бы, конечно, все-таки остановиться на том, что этот год был годом 30-летия независимого Кыргызстана. Вот. И, если честно, мы, гражданское общество, лидеры гражданских организаций, мы даже собирались и вот думали, что как-то нужно его действительно отметить. Это все-таки годовщина. Она для нас важна, но вот из-за того, что выборы, много чего разного и различные проблемы, они, конечно, немножечко скомкали. Но, тем не менее, я думаю, что как бы не поздно, мы можем все равно говорить о том, что да, нам 30 лет. Нам 30 лет, и действительно, наверное, важно оборачиваться назад и думать, что в Кыргызстане произошло за 30 лет. За 30 лет выросло поколение новое. И что это за поколение? Оно разное. Но нужно понимать, что поколение это, у него, наверное, больше было каких-то ожиданий. И вот сейчас мы иногда даже видим какие-то нотки разочарования. Мы видим оптимизм, мы видим и разочарование, мы видим, что молодежь ожидала чего-то большего, но не достигнув, она уезжает из страны. И в принципе, то есть молодежь, которая здесь остается, она пытается что-то делать. То есть все это мы видим, и, конечно, если честно, да, ну как бы мы все время хотим быть оптимистами, потому что все-таки нам 30 лет, и как-то мы эти 30 лет преодолели, возможно, нам еще предстоит преодолеть, но вот последние тенденции, эти выборы, то, что произошло в прошлых октябрьских, на прошлых октябрьских событиях, как у нас так легко сменилась власть, да, пришли люди на митинговой волне, и вот как-то у нас вот идет такая, скажем так, вот подмена каких-то правового поля. То есть уже мало кто опирается на законы, на законность. Большей частью мы хотим криком брать, силой. То есть и вот последние тенденции, наверное, я потом уже позже остановлюсь, но вот это примерно вот такие ощущения у меня от прошедшего, от уходящего года. Шамиль, вы тут затронули такой больше исторический пласт всей 30-летней истории, но все-таки вот прошедший год в этом временном отрезке, на ваш взгляд, какой он был? Я могу только своим субъективным восприятием поделиться. Если мы говорим вот об этом историческом процессе, если далеко не уходить, для меня 2020-2021 год очень контрастные. Если 2021 год это год был консолидации общества,
когда люди объединялись в противоставлении, в борьбе, в пандемии, они поддерживали друг друга во время экономического вот этого кризиса, локдауна, во время июля, да, и потом это все, к сожалению, вылилось в такой вот протест гражданский, который потом, к сожалению, вылился в такую вот очень непонятную, нелегитимную какую-то смену власти, да, и что 2021 год для меня ассоциируется больше как раз-таки как такой антагонист 2020. Если в 2020 мы объединялись, то в 2021 мы как-то развалились совершенно, да, как общество. Мы видим, что у государства своя политика, да, они своими там заняты какими-то делами, да, у бизнеса своя повестка, они там выживают как умеют, причем выживают и от объективных каких-то внешних факторов, скажем так, да, последствия этого самого кризиса и так далее. Плюс новая политика новых властей. Мы видим, как гражданский сектор тоже, вот как Динара уже отметила, разочарован, опускаются руки, люди уже мало кто во что верит. Мы видим, что, ну, опять-таки, у меня нету сейчас данных, чтобы это однозначно сказать, но мое субъективное восприятие было такое, что я никогда не видел так много и не слышал такое большое количество заявителей на грин-карт в США. Да? То есть это говорит о том, что люди очень сильно разочарованы. Многие люди, которые, я знаю, никогда особо и не думали об эмиграции, вот в этом году очень много. Там, в социальные сети заходишь, особенно вот когда, там, я не помню, когда этот был дедлайн на подачу, очень много людей делились, а где фотографии делать, вот делились своими откровениями, что они хотят уехать и так далее. И вот знаете, вот в этом всем я вижу очень большой разрыв общественный. Регионы живут своей жизнью, город живет своей жизнью, города живут своей жизнью. Власть, бизнес, гражданское общество, люди простые, которые как умеют, так и выживают. Мы стали очень сильно разобщены. И я думаю, что разобщенность — это есть отсутствие лидерства в какой-то степени. Потому что когда мы в 2020 году встретили внешнюю угрозу в виде пандемии, в виде экономического кризиса, там не нужно было такое единое лидерство. Каждый выступал и практиковал свое собственное лидерство. Кто-то покупал продукты, раздавал, кто-то помогал другим и так далее. Мы все граждане, в силу своих способностей, возможностей, каждый практиковал это лидерство. В 2021 году, когда не было уже такой внешней угрозы, нам, как обществу, очень сильно нужно было объединяющее лидерство. Но, к сожалению, мы этого объединяющего лидерства уже много лет не видим. Шамиль, у меня здесь короткая реплика будет. Ну, все-таки, как вы сами сказали, много лет вот этого объединяющего лидерства нет. Но специфичность вот этого года в том, что, на мой взгляд, власти, наоборот, сейчас начали делать раздел общества. Делить на своих и чужих, на красных и белых. Публично шельмуя через соцсети одни, да, показывая, что это не наше, надо там против них быть, и, возможно, даже вызывает какую-то агрессию. Вот на ваш взгляд, такие угрозы существуют сейчас? Однозначно существуют. Я хочу сказать, что они в этом году лишь обострились. На самом деле мы это все видим на протяжении уже, ну, как минимум 6-7 лет. Да? В той или иной степени, к сожалению, да, мы это видим уже там лет 15, риторику, да, такую вот. Но последний год, я согласен, появилась более жесткая риторика разделения общества по каким-то признакам, да, там, типа эти там западники, а эти там традиционалисты, эти геи, а эти натуралы, эти городские, да, а эти там джартамские, балконские. То есть вот это вот разделение, оно сейчас даже где-то в политической риторике, оно культивируется. Оно культивируется постоянно. К чему привести все это может?
Это приводит в конечном итоге к тому, что мы как нация не чувствуем себя едиными. Отсутствие вот этой вот чувства локтя, да, плеча, поддержки друг друга, оно ослабляет государство. Оно ослабляет государство, оно ослабляет общество. Оно, вот этот вот такой, знаете, исход какой-то, да, людей, которые, вот там, я говорю, подавали очень большое количество людей. Это только по грин-карте, да. Я еще не видел, например, там, статистику там, в Канаду, еще куда-то, сколько людей уезжали. Да, через другие страны. Это все есть уже следствие разобщенности, потому что когда нам тяжело, но мы вместе, появляется надежда. Как бы тяжело ни было, мы чувствуем, что мы поддерживаем друг друга, мы чувствуем, что мы можем прорваться, и мы вместе. И даже как бы тяжело ни было, вот в это чувство поддержки взаимной, оно объединяет. И поэтому в 2020 году мы как-то были, как бы тяжело ни было, при отсутствии, по сути, функции государства, мы смогли выжить это. Сейчас что происходит? У нас потерялась где-то вера во взаимную поддержку. У нас потерялась вера в наше собственное общество, да, на чувство поддержки, локтя, плеча. И вот это очень сильно ослабляет наше государство в целом. Потому что каждый начинает дербанить в свою сторону свои мелкие личные интересы. Мелкие личные интересы по определению губят страну. Спасибо. Динара, вот очень такую нерадужную картину рисуете и вы, и Шамиль. Но вот власти на сей счет имеют другие мысли. Например, президент страны заявил, что за 30 лет наше государство шло по наклонной, и только сейчас мы начали возрождение, начали консолидацию, начали идти вперед. На ваш взгляд, это что, они, жизнь какая-то в параллельной реальности или у них есть другие данные какие-то? Ну, во-первых, я не претендую на то, что я там говорю за всех и все чувствуют, ну, я чувствую всех одинаково, но, наверное, параллельно я понимаю, что у меня такое чувство, когда вот я слышу такие бодрые попытки сказать, что на самом деле мы сейчас у нас намного лучше, чем было, да, я все время такое у меня ощущение, что сама власть, она пытается как-то нас всех взбодрить, как-то вот, ну так, вот она хочет нас взбодрить, потому что она видит, действительно видит, что мы все разочарованы, вопросов много, ответов на них профессиональных, таких специфические вопросы, требуют каких-то ответов специалистов. Их нет. Есть просто бары джахшулот. Вот мы Кумтор национализировали. Вот, в общем-то, как бы все, что там раньше не могли решить, мы сейчас решаем. Воровали до нас, все разворовали, мы пришли на такое голое поле. И вот понятно, что мы сейчас пытаемся это поднимать. Но вопрос же именно в том, что в принципе я не вижу различий, я не вижу каких-то четких различий между нынешними и между прошлыми. Борьба с коррупцией, как борьба с оппонентами, она идет. Но эти были более изобретательными, они придумали кусторизацию. Сколько денег и куда это все ушло, Бог его знает. Сегодня вот в Фейсбуке уже тоже написали, да, что попытка вообще получить ответ, а что там происходит все-таки с Кумтором? Это национализация в целях улучшения и вообще спасения этого Кумтора? Или это все-таки национализация как рейдерство, которое просто добьет это месторождение и вообще эту экологию и все, что там есть, да? И нету никакой информации нет, есть только информация о том, что правительство судится там или ругается с Минфином, и в общем что-то такое. Вот. Поэтому строит эта власть, также дает и раздает ключи силовикам, квартиры. Тут существенных борьбу с пандемией, то есть мы в прошлом году действительно, да, это был черный июль, это был такой год,
Тем не менее, как бы эта пандемия не ушла, появляются новые штаммы, мы не видим ничего такого, что предложит наше правительство для того, чтобы люди верили, да, там и пытались себя как-то обезопасить, потому что весеннее выступление Аконитового, да, он стал Аконитовым, ну это уже вот надо признать, да, министра об Аконите, абсолютно вот это отрицание вакцинации, важности вакцинации, она сыграла свою роль. А люди не хотят вакцинироваться, боятся вакцинироваться, привозят такие вакцины, которых нету в наших соседних странах, а мы вот полностью игнорируем и не ценим, и не идем вакцинироваться. То есть вот эта вся тенденция, она показывает, что правительство может говорить, что да, оно может быть и лучше, я не знаю, лучше чего и лучше кого, но для нас, для граждан, которые видели разные правительства в разные годы, в разные ситуации, да, вот для нас это вот, ничего такого существенного отличия какого-то профессионального там или еще другого, да, мы не видим. Мы просто видим, что идет банальная вот попытка свалить опять же вину на прежних. Мы также видим здесь разделение власти, перетягивание одеялов, решение в пользу каких-то личных интересов, большей частью, да, многое происходит. Возможно, есть какая-то попытка, возможно, она есть попытка, но она такая, во-первых, очень слабая, и она не опирается на широкую поддержку граждан, потому что вот идет противопоставление, все время идет вот это противопоставление. Вы и мы. И вот пока предложение или вот этой инициативы начать диалог и говорить давайте вместе, мы пока не увидели. Спасибо. Шамиль, возвращаясь к итогам 2021 года, на ваш взгляд, какие были самые важные определяющие события в этом году? Помимо, если мы не будем брать в расчеты политические всякие референдумы, да, и так далее, потому что на самом деле это лишь легитимизация определенных процессов, которые нас перед фактом поставили, что будет так, да, и провели эту самую легитимизацию. Окей, ладно, хорошо. Я думаю, что если рассматривать в системном контексте государственного управления, то для меня это не событие, а это тренд, который, к сожалению, продолжился. Он начался где-то еще с 2015 года. У нас так любят ругать там, предыдущего президента, того же Атамбаева, да, но повторяют абсолютно те же самые действия, что начинал в свое время он, которые очень сильно подрывают саму систему государственного управления. Что я имею в виду? Где-то в 2015 году, да, у нас начался тренд такой очень сильный на поддержку усиления правоохранительного сектора. Да. Начали активно строиться там, дома для ГКНБ, для МВД и так далее. Усиливается полномочия. Там, АКС, да, АКС, усиливаются полномочия ГКНБ, потом там туда-сюда Генпрокуратуры. То есть вот этого всего силового блока, попытка купить лояльность этого силового блока, да, я понимаю как бы, мотивы, что вот как бы надежда на то, что они, если что, там защитят режим и так далее. Но в чем системная проблема? Она заключается в том, что когда подобные структуры получают практически неограниченные полномочия, а более того, они получают заказ, так сказать, от власти под видом борьба с коррупцией, да, и они эту коррупцию видят везде и во всем, и в каждом по определению, это приводит к тому, что государственная система, она замирает. Потому что каждый чиновник, он понимает, что если он сейчас что-то будет делать, то за это что-то его завтра могут посадить. А если я ничего не буду делать, то меня и сажать не за что. Соответственно, как он будет делать вывод? Он будет делать вывод, я ничего не буду делать, потому что надо мной стоит кто-то, который ждет, ты только шевельнись, я тебя тут же посажу и закрою и так далее. В условиях кризиса, в котором мы уже находимся, ну, практически все эти 30 лет, подобная система, она
оно убивает государство. Потому что если чиновник, задача которого работать, принимать решения, брать на себя ответственность, не берет на себя ответственность и как результат ничего не делает, тогда государственная машина, она просто замирает, она не двигается. Работают только те схемы, которые будут работать вот в этой мутной ситуации, да, когда можно брать где-то какие-то откаты, делиться, и ты знаешь, что хотя бы вот за счет того, что ты поделился, тебя пока что, может быть, не будут трогать. Но любые другие вещи, они замирают. Если вы сейчас поговорите откровенно с государственными чиновниками, которые принимают решения, да даже если мы поговорим с международными организациями, они вам скажут, что очень много проектов, они просто не двигаются. Потому что нету подписи, нету согласования, никто не хочет брать на себя ответственность. Все боятся. Преемственности. Да, абсолютно. все боятся брать ответственность, потому что сейчас создали вот эту вот гидру, которая следит за коррупционными действиями, но по сути мы создали монстра, которого сейчас в данный момент мы еще больше усиливаем. В надежде, не мы, власти создали монстра, которые надеются, что этот монстр защитит их власть, но этот монстр на самом деле сейчас усугубляет ситуацию в стране, он замораживает все процессы в стране. И поэтому заявление о том, что жить стало лучше, ну, может, кому-то и стало жить лучше, разумеется, да, я не сомневаюсь, что кому-то жить стало лучше. Да. Но здесь давайте тогда будем говорить данными, давайте оперировать фактами, да, не просто, что завтра будет хорошо, надо потерпеть. Ну, терпели, 30 лет страна терпела. Если уже идут заявления, что уже лучше, ну тогда бы хотелось увидеть реальные цифры, да. ВВП на душу населения изменилось, да? В целом ВВП, инфляция, цены, ну какие-то конкретные вещи, не просто слова. Что можно ощутить и измерить, да, индикатор? Не просто, что можно ощутить и измерить, а то, что соотносится с жизнью простого обывателя. Вот знаете, у нас, я помню, недавно была дискуссия о величии государства. Что такое, что определяет величие государства? В нашей постсоветской ментальности величие государства определяется зачастую теми же параметрами, которые определялись в советское время. Насколько нас боятся, насколько мы сильны и насколько нас боятся. Кто боится, уже в принципе не важно, но чтобы боялись. Вот мое личное мнение, величие государства определяется качеством жизни самого бедного человека в этой стране. Вот и все. А не тем, какие мы сильные, какие мы великие, какая у нас великая история и кто нас боится и уважает. Спасибо. Динара, 2021 год, на ваш взгляд, чем он отличался от других? И также, какие самые важные определяющие события в нем были? Ну, как мы до этого уже сказали, это, во-первых, выборы всех видов, всех уровней мы прошли в этом году. Новый Кабмин, новая Конституция, новый кодекс о выборах, новая смешанная система формирования парламента, 90 депутатов. Вот, и наконец-то в этом году 6-й созыв уйдет, но придет ли достаточно такой более качественный состав, это уже такой большой вопрос, и поэтому, наверное, в этом году очень много, если вы увидите в социальных сетях, вообще в информационном поле поднимается вопрос об образовании, о качестве образования, потому что мы видим, что очень долгое время государство не обращало, и гражданское общество в принципе тоже не обращало внимания на качество образования. Оно у нас после Советского Союза никаким образом и не реформировалось. Появились какие-то, конечно, частные вузы, частные школы, но они составляют такой маленький процент от общего, да. И в этом случае мы как раз-то и видим, что
возможно, все эти тенденции отрицательные, рост насилия, рост религиозности, отрицание демократических каких-то достижений, отрицание роли демократии, вообще правового государства в стране, мне кажется, это все происходит и потому что мы упустили вот такую большую сферу, как образование. И вот сейчас этот вопрос поднимается, и даже если это поздно, тем не менее, мы все начинаем понимать, что нужно как-то всем нам навалиться и начать какие-то большие программы гражданского просвещения в регионах. То, что именно раньше объединяло город и село, а когда мы вместе решали местные, то, что нас объединяет местные проблемы, что платим-то мы, в принципе, одинаковые налоги. Возможно, есть специфика в регионах, но у нас есть очень много общего, и вот с этого начать, как же мы можем там, да, достойно жить, как-то вот говорить, чтобы наш голос был слышен. Мне кажется, мы должны заново вот то, что всего мы начинали раньше, от двери к двери, через гражданское просвещение, у нас появились эти активисты, которые потом пошли, и вот у нас такое гражданское общество появилось, мне кажется, нам нужно заново вот торопиться, не знаю, мне кажется, что нужно торопиться, потому что времени мало уже, и нужно заново все это начинать. Вот вопрос об образовании, он в этом году, он такой, мне кажется, такой один из таких актуальных для гражданского общества. Очень многие начали обращать на это внимание, очень многие хотят подумать, каким образом вообще, потому что у нас и вроде бы интернет есть, и социальные сети есть, но столько непрогрессивного, столько вот иногда до ужасающего, да, статистика насилия семейного, детского, против женщин, вот эта дискриминация, и вот эти гендерные квоты, о которых вы подняли, да, и вот вчерашний спор, да, гендерные квоты, почему так должно быть, отрицание уже гендерных квот теми кандидатами, которые набрали больше голосов, чем женщины, и вот они готовы опрокинуть то, что мы очень долгое время гражданское общество пыталось продвигать, и это было достижение, одним из достижений. И вот получается у нас, знаете, вот начиная уже несколько лет, и вот пандемия, возможно, она нас мобилизовала, но все равно у нас идет такое, знаете, вот у нас было очень много достижений. И вот у нас с каждым вот какое-то время, какой-то промежуток времени, вот это достижение, оно опрокидывается или дискриминируется, или дискредитируется, то есть дискредитируется. И вот мне кажется, нам нужно как-то вот попытаться остановить, потому что и в этом должна быть заинтересована эта власть тоже. Ведь они говорят об идеологии, да, а вот сейчас вот это нравственно, как это называется? Духовно-нравственное воспитание. То есть вот они все это пытаются делать, потому что, мне кажется, они тоже понимают, что что-то нужно делать, да? Что-то нужно давать обществу, которое, вот, чтобы как-то взращивать гражданина, патриота. Но, знаете, когда поведение правителей одно, да, а нам пытается всучить какую-то духовно-нравственную концепцию, и при этом мы видим абсолютно, да, какие-то непорядочные вещи, власть имущих, там, когда там они с этими гражданами готовы, там айтыши, да, то есть вот это, мне кажется, это вот, то есть вот живой пример, он опрокидывает все их концепции, все их попытки там говорить, что вот надо вот идеология и так далее, и так далее. Мне кажется, каждая власть уже должна понять, все, что они демонстрируют, все это воспринимается гражданами и используется. Спасибо. Против них потом тоже. Очень важный аспект был задет, и я так понял, с прицелом на будущее, да? Да. В связи с чем, наверное, заключительный наш вопрос. Как известно, прогнозы в Кыргызстане дело неблагоприятное, неблагодарное такое. Очень опасно делать у нас прогнозы, но тем не менее давайте попытаемся. Приходящий 2022 год.
Какой прогноз на него? Каким он будет, на ваш взгляд, во всех аспектах? Шамиль, с вас начнем. Я боюсь, что, учитывая совокупность многих факторов, которые вот как снежный ком накладываются, да, это и экономический кризис, это зима, сегодня у нас там конец декабря, у нас совершенно сухая зима, это если оно еще так месяц будет, да, то я не знаю, что у нас будет с весной и с водой, да, мы уже знаем в этом году, как сильно пострадали фермеры, и вполне возможно, что следующий год будет еще более засушливый. Это значит, что ровно через год мы будем также сидеть и говорить, что энергетический кризис подошел опять к нам неожиданно, да, внезапно. Да, и вот как бы вот эта вот совокупность всех этих вызовов, и я совершенно не вижу конкретных действий. Я понимаю, что сейчас кто-то может слушать и говорить, а что мы можем сделать, это вот природа и все такое. Есть целые программы по адаптации к изменению климата. Есть целые международные финансовые институты, которые выделяют деньги на это все. Я знаю, что у Кыргызстана вроде как есть национальный план действий в этом плане, согласованный уже. Но проблема в том, что наши планы всегда остаются планами. Мы не переводим наши бумажные планы в конкретные действия. У нас декларируется о том, что, например, я был на одной конференции недавно, о том, что там 200 малых ГЭС собираются построить, 30 средних ГЭС собираются подстроить, да, и опять вроде как ищут деньги. Наше государство уже не то, что не кредитоспособно, да, ему доверия особо нету, и, соответственно, нужно выстраивать механизмы гражданского, такого частного партнерства, участия, да, когда те же самые частные инвесторы будут вкладываться, да, получать какие-то ресурсы из-за рубежа и так далее. Но тут мы втыкаемся в следующую проблему. Для инвестора, например, нужно показать, что ты построишь там малый ГЭС, будешь продавать электричество. Кому ты будешь продавать? Наше государство не хочет покупать у частного производителя электроэнергию. Частный производитель, соответственно, не может привлечь ресурсы на инвестиции на строительство. И вот все, круг замкнулся. И мы опять сидим. У нас вроде как говорят, там 90% нереализованного потенциала для ГЭС. И там вот столько нужно, чтобы покрыть потребности энергии всей страны, нужно вложиться в это. Да. И многие люди готовы. Нет ни гарантии государства, нет никакой политики. Мы до сих пор боимся даже обсуждать вопрос тарифов, да, хотя при этом все понимают, что тарифы неадекватно низкие. Да, но мы на этой волне популизма до сих пор гробим эту всю систему. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, каким будет 2022 год, я боюсь, что он будет очень сложный. Почему? Потому что факторов рискованных очень много, действий, которые снижают эти риски, этих всех факторов, отсутствуют вообще. Вот от слова вообще. Я лично их вообще не вижу. Более того, я вижу документы, которые уже публикуются. Хорошие, кстати, документы. Там национальный план действий, да, по восстановлению и развитию экономики. Там. Все это под эгидой государства, под эгидой министерств, правительств. Правительство, оно все это озвучивалось, публиковалось. Проблема в том, что я лично прошел по этому документу, быстренько, я уже вижу, где декларируется одно, делается совершенно другое, совершенно. То есть для меня это показатель того, что да, можно нанять толковых людей, которые напишут хорошую бумагу, но если ты ее даже ни разу не открыл, если ты ей не следуешь, то смысл во всем этом деле? И вот поэтому я боюсь, что 2022 год будет сложным для нас, для нашего общества, но может быть это и хорошо, потому что, чтобы всплыть, может быть, на самом деле нужно оттолкнуться откуда-то от дна, хотя народ шутит, что это уже какое дно мы там, очередное дно пробиваем, да, поэтому уже с каждым разом надежда, конечно, угасает, но я думаю, что я бы не хотел на этом заканчивать, да,
свою часть, да, я считаю, что, я уже говорил, что у нас огромный потенциал консолидации нашего общества. Мы 30 лет, мы, граждане, выживали как умели. Вопреки, я уже не говорю, что благодаря государству, вопреки действиям правительств, президентов, государственных служащих, мы выживали, и мы показали в 2021 году, что мы умеем консолидироваться, мы смогли консолидироваться. Прошедший год нас сильно выбил, и поэтому мы такие сейчас в раздрае и фрустрации, но при этом я искренне считаю, что потенциал у нашего общества, он огромный. И нам немного нужно для того, чтобы развиться. Совсем немного нужно. Нам нужно лишь, чтобы государственные функции стали адекватными и стали действительно работать, не мешать людям работать. Не надо рассматривать бизнес как болезнь, да? Да, как дойную корову, тем более. Да? Не надо доить и выжимать ото всех. Оставьте людей в покое. И тогда люди расцветут. И тогда люди сами все сделают. И я считаю, что в этом плане потенциал огромный у страны, у людей. Людям нужна лишь свобода. Людям нужна свобода. И свобода от давления, от криминала, причем и в погонах, и без погонов, да, от глупых полиси, да, инициатив и так далее. От законов, наверное, глупых. От глупых законов, да. И чтобы те законы, которые защищают наши права и наши свободы, чтобы они действительно работали. Вот по большому счету все, что нам нужно, это действительно эффективная судебная система и правоохранительные органы, которые занимаются обеспечением правопорядка, а не защитой там, политических режимов и затыканием рта неугодных. Вот если бы государство взяло на себя нормальные функции, простые на самом деле, и отпустило вожжи и перестало вести себя как бездарный бизнесмен, который в любом уголке видит ищет возможность наживы, а не созидания, вот тогда у нас что-то изменится в этой стране. Спасибо. Динара, ваши прогнозы? Ну, в принципе, Шамиль сказал все то, что я хотела тоже сказать. Но понятно, что рост цен, его не остановить. А рост мировая цен тенденция, это и мировая тенденция, может быть, но это еще и наша внутренняя проблема, да. И весна, вот все, что мы всегда, да, уже как-то привыкли весной ждать каких-то волнений, конечно же, вот не хотелось бы, но тем не менее, вот действительно, у нас за 30 лет люди научились жить в принципе, без власти. Они научились это выживать. Предприниматели, все, что частный сектор, там, гражданский и так далее, и так далее. То есть это все развитие шло вопреки. Возможно, вот какие-то годы, периоды, да, государство помогает тем, что оно хотя бы в Конституции, да, вот эту главу о правах человека и, возможно, вот какая-то еще конкуренция, там, баланс ветвей власти, это тоже помогало людям все равно, как и гражданскому обществу развиваться. Поэтому и журналистам тоже. И в этом случае здесь как раз властям, правительству, президенту, новому созыву хотелось бы вот обратиться и сказать, вот знаете, не нужно стараться сейчас придумать что-то, чтобы нас успокоить. Вы нас успокоите тем, что вы соблюдаете закон, вы соблюдаете Конституцию, вы соблюдаете наши права, вы нам действительно даете вот это свободное пространство, да, и вот это прекратить гонение за инакомыслие, да, гонение на бизнес якобы под борьбой о коррупции и так далее. То есть прекратить
вмешательство силовиков, правоохранительных органов в эти экономические вещи, в экономические процессы и в частный сектор. Вот введите, не знаю, еще раз вот этот мораторий, да, хотя очень много раз говорят, на проверке этих бедных предпринимателей, которые сейчас из-за энергокризиса, из-за маловодья, из-за роста цен, из-за пандемии, закрытых границ, они пытаются создавать те условия, которые, в принципе, государство никогда не создаст. Дайте им эту возможность. Дайте им возможность, не мешайте, просто не препятствуйте, просто создайте хоть какие-то минимальные условия. И да, не давите, не оказывайте давление на свободу, потому что основная наша ценность и то, почему мы развиваемся, мне кажется, именно благодаря тому, что мы свободные. Есть свободные СМИ, есть свободное гражданское общество. Просто чтобы вот это пространство они не пытались обратно вот сузить, да, вот мы же видим это все. Вот если государство не будет сильно просто вмешиваться, граждане сами будут и развиваться, и страну развивать. А дело государства просто не ослаблять государство до конца и сохранять суверенитет. Все попытки, ну вот какую-то вот независимость обеспечивать. А что насчет прогнозов? А прогнозы я тоже, вот, я все-таки считаю, что изменения климата, они на нас сказываются, закрытые границы, они тоже сказываются, рост цен, это тоже. И я думаю, что весна, она все равно будет какая-то напряженная, и она напряженная не потому, что как бы мы сейчас это там говорим, а потому что в силу уже вот определенных сложившихся тенденций все вот оппозиционные группы, группы недовольных, все равно они будут эту тему поднимать, говорить об этом, и дело властей не закрывать их и не закрывать им рот, а вот давать как можно больше информации и сотрудничать, просто сотрудничать для того, чтобы эту весну пережить. И если мы попытаемся действительно эту весну пережить, а самое важное, если правительство и власть готовы сотрудничать вообще, начать диалог со всеми политическими силами, мне кажется, тогда мы еще как-то можем действительно вот так все сплотившись, как-то еще вывести эту страну, да, из кризиса и уже подумать даже, может быть, и о каком-то развитии. А пока, если это будет все время противостояние, и власть будет играть все время на этой теме, то ничего, в принципе, хорошего не будет. Люди как и не верили власти, и попытка вот этого всего там самим выживать, а уже и самим вершить правосудие, то есть справедливость, да, то есть вот эти, когда выгнали эту семью из села, то есть это же не первый случай, но он уже усиливается, эта тенденция, она еще раз показывает, что власть, государственные органы, они дискредитированы, им никто не верит. И люди хотят сами на местах устанавливать какую-то власть. А это очень чревато, это очень опасно. И нужно понимать, что власть у нас вот здесь, вот в пределах вот этого района. Дальше ее почти нет. И устанавливать законность надо. Законность не силой, не запугиванием, а именно вот правовое государство нужно опять заново вспоминать все эти верховенство права, верховенство закона. Это не просто слова, это действительно то, на чем стоит государство. Спасибо большое. Будущее нельзя предвидеть, но его можно изобрести, сказал великий венгерский физик, лауреат Нобелевской премии Денис Габор. Будем надеяться, что наше гражданское общество, как вы сказали, наши сильные СМИ, наш непоколебимый, консолидированный народ, который не раз показывал свою твердость, сможет преодолеть, и опять-таки, может, не благодаря, а вопреки действиям властей, да, изобрести свое будущее. Уважаемые зрители, с вами сегодня был журналист Семитай Мамбеков, наши гости Шамиль и Динара, которые создали и
продемонстрировали всем нам очень интересную, очень такую животрепещущую, актуальную беседу, дискуссию, да, вокруг уходящего 2021 года и будущего 2022 года, которое, мы надеемся, будет пусть сложным, но таким прорывным. Очень такие знаменательные слова сказал Шамиль. Нам, вероятно, надо от чего-то оттолкнуться, чтобы стремиться ввысь. С вами был Центр политико-правовых исследований.